الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Хайр Киш, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Приветствую вас на нашей лекции очередной. Сегодня она посвящена Корану. И эту лекцию, наш разговор разделим на 3 части. Первая часть будет посвящена термину Коран. Вторая термину коранической науки. И в третьей части поговорим о связи Корана с шариатом. Что касается слова Коран, то есть разные точки зрения ученых на то, откуда оно происходит. Кто-то говорит от слова Корана, кто-то говорит от слова Караа, читать. Это лексическое значение. Терминологически в основе все ученые сошлись на таком выражении. Аль-Кур'ан хуа каляму Аллахи муназзалу аля набийхи Мухаммадин алейхиссалату вассалам аль-му'джизу би лафзихи валь-мутааббаду би тилаватихи валь-манкулу би таватури мин ауали сурати аль-Фатихати иля ахирати сурати ан-Нас. Коран — это речь Аллаха, калям Аллах. Речь Аллаха в том смысле, что каждое слово и каждая буква в Коране — это то, что ниспослано Всевышним. То есть каждое слово и каждая буква, она имеет свое значение, и в каждом из них заложен определенный смысл, который Аллах заключил в Коране. И первоочередное, то, что это слова Всевышнего, мы должны относиться к ним трепетно, с любовью и с сильным уважением. С уважением, которое превосходит все остальное. То есть любые слова, любые книги, любую речь мы не можем сравнить с речью Аллаха, поэтому когда мы читаем Коран, когда мы слышим Коран и когда изучаем Коран, то это должно быть более тщательно, более трепетно и более ответственно. Должен быть подход более ответственным. Что мы должны понимать для себя, какие обязанности взять? Первое, что хочу сказать, что Аллах Тааля эту речь, свою книгу ниспослал для всех людей на этой земле и для каждого отдельно. Когда Аллах Тааля обращается в Коране, то Он обращается к тебе лично. И нужно изучать так, и когда читаешь, ты понимаешь что-либо, что Аллах Тааля говорит. Когда он говорит «Я юханнас» или «Я юхаллазина аману», о те, которые веровали, или «О люди», это относится к тебе как к части человечества, и нужно воспринимать, что эта информация идет к тебе лично, и ты должен сам подумать об этом. Не просто читать как труд, наполненный богатством мыслей, а именно как обращение Аллаха к тебе самому. И тем самым у нас должно возникать уважение к Корану, и должно быть отдельное отношение к Корану, чем к чему-либо другому. Поэтому и ученые запретили Коран слушать во время какой-то работы, потому что ты не посвящаешь себя Корану целиком, а параллельно что-то делаешь, и нежелательным это сказали. Поэтому, когда ты изучаешь, слушаешь Коран, нужно это отдельно делать, так как это слова Всевышнего, и нельзя просто их как-то относиться к ним, как, например, к музыке. Некоторые
слушает музыку и что-то делает. Но Коран это не речь людей, это речь Аллаха, и к ней должно быть особенное трепетное отношение, и должна быть боязнь, проявление неуважения к Корану. Также, если поразмыслить о том, что Аллах Та'аля говорит, то Аллах Та'аля не спаслал Коран, чтобы мы о нем размышляли. Лияддаббару аятихи, чтобы они размышляли над его аятами. Аллах Та'аля говорит. То есть Коран мы учимся читать правильным образом и стараемся понимать его правильным образом. Для этого есть свои инструменты, о которых мы попозже поговорим. Но понимание Корана это то, для чего Аллах Та'аля нам не спаслал его. То есть не просто для чтения, а именно для понимания, для выведения оттуда полезной для нас информации. И целью нашего чтения является как раз не просто чтение, а чтение с пониманием. И если сравнить Коран с другими чудесами, которые были даны другим пророкам, то Коран это чудо, которое воздействует на умы, а не на глаза. Да, с помощью глаз мы Коран читаем, с помощью ушей мы слушаем, но главное это мысли, которые Аллах Та'аля заложил в Коране. И если сравнить с другими чудесами, данными пророком, например, пророку Моисею, Мосе, пророку Иисе, пророку Ибрагиму и другим пророкам, которым были даны чудеса, они были хисси, чувственными. То есть человек их ощущал на какое-то время. А главное чудо, данное пророку Мухаммаду, ему были даны и другие чудеса, но главное чудо это Коран. И Коран, он чудом являлся с первого дня его ниспослания, и чудом он является и сейчас. Когда ты читаешь Коран, когда ты изучаешь Коран, когда ты стараешься понимать Коран, ты должен понимать, что это чудо, ты прикасаешься к чуду данному пророку, которое являлось доказательством его пророчества. Чудеса были даны для этого, чтобы люди поверили ему. Представьте, человек пришел к вам, говорит, я пророк, и с сегодняшнего дня ты должен мне повиноваться. То есть он должен был доказать людям, чтобы они поверили ему и последовали за ним. Аллах Та'аля вложил это доказательство в Коран, в его слова, в его речь, в его язык. И вот это слова Аллаха, они как раз являются той муджиза, тем чудом, которое было дано пророку Мухаммаду в доказательстве его пророчества. Аль-Муназзалу аля набийихи Мухаммадин, алейхиссалату вассалям. Продолжаем говорить о терминологии Корана. Это слово Аллаха, ниспосланное пророку Мухаммаду. То есть были до Мухаммада, были другие пророки, им были ниспосланы другие книги. Коран же именно пророку Мухаммаду был ниспослан. Аль-Муджизу би-лявзихи, который является чудом в его лявзе, то есть в его выражении, в его словах. И каждое слово, каждая буква в Коране, она является чудом, она является показателем чуда.
И когда арабы слушали Коран, они понимали, что это слова нечеловеческие, что человек не может такого рода написать. Они могли это не принимать внешне, и многие не принимали внешне, отказывались, но они верили в душе, они понимали, что это не слова пророка Мухаммада, что он не мог придумать, что он не мог сложить их таким образом. Арабы это понимали, понимая язык Корана, и определяя его чудо вот таким образом. Аль-Манкулу бит-Таватури – это слова Аллаха, Аль-Мутааббаду бит-Таляватихи. Следующая часть выражения, с помощью чтения которого, цитируя которого, совершается гайбадат. То есть Коран, когда мы читаем, даже не понимая смысла, мы получаем саваб, аджр, вознаграждение. Если мы читаем хадисы, или кудси хадисы, пророческие хадисы, мы получаем знания, и как в виде получения знаний мы получаем саваб. Но когда мы читаем Коран непосредственно, даже мы не изучая его, мы все равно получаем саваб. И также Коран только читается в намазе, выполняется в виде ибадата, в виде поклонения. Аль-Манкулу бит-Таватури. Он был передан в соответствии. Таватур – это условия передачи информации на таких условиях, что люди не могли сговориться на фальсификации, на подтасовке. Таватур или хабар мутаватир – это вот такое известие, такая информация, которая настолько избежала, не имеет возможностей в подтасовке, что физически люди не могли сговориться. И Коран полностью, с первой до последней буквы, которую мы читаем, он собран именно таким образом. Он был передан таким образом, передан в виде чтения и передан в виде письма. Был написан во время его ниспосылания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его диктовал сахабам, которые умели писать. Они записывали. После этого они читали то, что записали. Он проверял то, что правильность прочитанного. И люди заучивали эти аяты. И после завершения ниспосылания Коранов в течение 23 лет сотни сахабов заучили Коран наизусть. И не было возможности физически, чтобы они могли все сговориться на подтасовке какого-либо аята или суры. Поэтому физически невозможно было. Аллах Тааля исключил возможность вот этой подтасовки. И даже логический человек понимает, что вот этот Коран, он собран именно таким образом. И Аль-Манкулу бит-Таватири мин ауали сурати аль-Фатихати иля ахири сурати ан-Нас. То есть с начала первой суры Фатиха до конца последней суры Ан-Нас, он является вот этим чудом, является переданным таватуром, он является тем, с помощью чего поклоняются, и является словами Аллаха, то есть полностью до каждой буквы. Вот это вот определение Корана, которое используют все ученые в своих книгах по улумуль Коран, по кораническим наукам. И сейчас перейдем ко второй части улумуль Коран. Улумуль Коран — это, если опять же взять объяснение ученых, то это все науки и учения,
связанные с Кораном, в которых изучается Коран с различных сторон. Это все учения или науки, которые связаны с Кораном и с помощью которых изучается Коран и его различные стороны. Если взять тематику Корана, в общем, то ее можно поделить на 3 части. Это акида, то, что связано с верой. Это фикх, то, что связано с деяниями людей. Это с поклонением, это отношения между людьми, то, что изучает право исламское. И 3-я часть это история, тарих. То есть в Коране приводится, вот можно тематику поделить на 3 части. Это аяты о вероучении, аяты о правах Аллаха, правах людей и о истории о прошлых народах, о прошлых пророках. Если взять коранические знания или информацию, полученную из Корана, то ее можно в общем описать так. Это вот то, что связано с вероучением, это все, что связано с поклонением и с отношениями между людьми. Также все, что связано с нравственностью, это личная нравственность человека или нравственные отношения. Это все, что связано также с миром людей, с человеком самим, с природой, где он живет. Вот это все, в общем, то, о чем говорит Коран. И также Коран, он направляет на различные науки. Например, астрономия. Коран не учит астрономическим расчетам. Он не помогает нам решать примеры. Но он показывает нам и побуждает нас к размышлению, к изучению наук, связанных с астрономией, или, например, с медициной, с географией, биологией, анатомией и так далее. То есть Коран нам показывает, и даже есть такие книги, Коран указывает путь науки. То есть он показывает, в какую сторону надо двигаться, размышлять человеку, чтобы познать творение Всевышнего. И нужно этому придавать особое значение, потому что Аллах Тааля нам сказал об этом. Он говорит, размышляйте. Он описывает верующих, которые размышляют над сотворением небес и земли. То есть Аллах Тааля ведь это говорит нам, значит мы должны размышлять об этом. И поэтому мусульманские ученые в средние века занимались как религиозными науками, акида, фикх. Эти же ученые занимались и астрономией, и медициной. Например, Ибн Сина. Он был не только медиком, не только имел знания, светские знания, но был также и религиозно образован. То есть изучал фикх, акиду и так далее. Поэтому правильным образом строится мышление именно на основе Корана. Поэтому детей нужно учить не только читать Коран, но и видеть вот эти вот указания Аллаха на изучение светских наук. Вот мы занимаемся обучением Корану детей. Кто-то, может, джуз выучил, кто-то 10 джузов и так далее. Но если спросить ребенка, о чем этот аят, что Аллах Тааля повелел, говорит ли Аллах Тааля нам изучать, он не знает, он не видит этого. Но Аллах Тааля видит. Когда ребенок изучает в школе географию, физику, астрономию, химию, биологию, географию и так далее, он не понимает, что и это же есть в Коране. Вот нужно показать, что Аллах Тааля показывает нам, что нужно это изучать.
И тогда ребенок, изучая в школе законы Ньютона, понимает, что это законы, созданные Всевышним, но открытые Ньютоном. Что медицина, показывающая внутрь человека, когда изучает ребенок, что Аллах Та'аля об этом говорит в Коране. Аллах Та'аля нам показывает, кто мы, для чего мы и так далее. То есть, когда ребенок после изучения Корана или одновременно с изучением Корана идет в школу, он понимает, что он думает при этом об Аллахе, что Аллах Та'аля это создал. Аллах Та'аля создал землю, на ней вот эти ветра, облака, солнце и так далее. То, что он расположил Луну определенным образом, что она крутится вокруг Земли, что вокруг Солнца Земля крутится и так далее. Об этом всем Аллах Та'аля говорит нам в Коране. Но когда ребенок не может это связывать с тем, что изучает в школе, он это отдельно изучает. Коран отдельно, а география отдельно. И получается, он не понимает то, что читает. Не понимает, к чему Аллах Та'аля нас призывает. И вот поэтому нужно обязательно обучать детей пониманию шариата, пониманию Корана вот с этой точки зрения. И когда со временем этот ребенок идет в медики, или в психологи, или в юристы, или в экономисты, или в другие какие-то светские дисциплины, он изученные свои знания накладывает на знания, полученные в Коране, а не наоборот. Например, психолог. Тогда он понимает «Ильмун нафс». «Ильмун нафс» — это психология по-арабски. Это учение о душе. Аллах Та'аля в Коране говорит о душе во многих аятах. В хадисе говорится о качествах души и так далее. О очищении. Ученые много говорили об этом. Это же есть психология. Но когда психолог, не зная Коран, не зная шариат, сначала изучает психологию, а потом начинает изучать Коран, он накладывает коранические знания или религиозные знания на свои знания в психологии, а не наоборот. А должно быть наоборот. Фильтром должен быть шариат, Коран. А здесь получается наоборот. И он подгоняет под психологию Коран, а не наоборот. Он должен психологию под Коран подгонять, а здесь наоборот получается. Это как раз вот причина этому того, что человек поздно начинает изучать Коран и шариат. Поэтому с детства надо обучать. Поэтому надо уже в школе обучать детей не просто чтению Корана, а именно познанию Корана. И вот этот гулюмуль Коран, коранические науки, они нас направляют в эту сторону. И Коран, пророки и ученые Коран разобрали с разных сторон, рассмотрели, изучили с разных сторон, и появилось много наук о Коране. Например, вахью. Вахью — это внушение. Каково было внушение пророку? Каким образом приходило внушение? Какие виды бывают внушения? Были же внушения и людям, но отличаются они от внушения пророку, да. То есть это каждая наука, ее каждую нужно изучать отдельно. Поэтому в медресе, в любом исламском учебном заведении преподается предмет гулюмуль Коран, коранические науки, или короноведение, или коранистика, по-другому. Это совокупность наук о Коране и о правильном понимании Корана и так далее. Так же, как не спосылался Коран. Порядок сур и аятов в Коране. Причина неспослания сур и аятов. Мекканские и мединские суры, чем отличаются, какие у них есть особенности, какие являются мекканскими, мединскими, какие есть кирааты, виды чтения Корана, какие были ахруф,
то есть языки, на которых не спосылался, которых читали арабы Коран. Когда пророк сам пришел, арабы не имели единого языка, у них не было государственности, у них не было президента, у них не было короля, императора. Они жили кучками на Аравийском полуострове и были обособленными друг от друга. Они сотрудничали только в нужных временах и в нужных местах, где там были у них рынки и так далее. А в основном они не встречались, не общались друг с другом. И была такова ситуация, что северные арабы могли не понимать южных арабов, хотя они говорили на современном арабском языке. Современный арабский язык, литературный, не тот, на котором разговаривают сейчас арабы, а коранический литературный язык, он включает в себя общность всех вот этих вот языков арабов. Поэтому не называли тогда арабский язык, а языки арабов называлось. До ниспослания Корана, то есть была такова ситуация. И пророку было разрешено, чтобы арабы читали Коран на 7 языках. Ну, это самое распространенное мнение ученых. Харфун – это язык Корана. Арабский язык. То есть, например, там есть курашистский язык арабов, арабский, есть, например, другого какого-то племени язык. И он мог слова из своего языка употреблять во время чтения в Коране. То есть в нужном месте он, например, ватуазируху, например, мог прочитать ватуазизуху, что является синонимом, но он читал это в соответствии своему языку. Чтобы они воспринимали Коран как свой, все сильные племена арабов, пророку было разрешено читать до 7 видов. И были также кираат, виды чтения кираата, диалекты. И вот это вот тоже является частью очень важной, которую нужно изучать при изучении Корана. Также тафсир, это комментарий Корана, или тарджама, перевод Корана. Это тоже многие ученые вводят в коранические науки. Как собирался Коран, как он был написан вручную, какие есть чудеса в Коране, то есть неповторимость Корана. То есть есть просто сам Коран как чудо, а есть еще и чудеса, вложенные в Коран Аллахом. Есть также науки, которые способствуют изучению Корана. Например, арабский язык и его другие науки, его включающиеся в науки. Невозможно, чтобы человек изучал Коран и не знал арабский. Потому что Коран, его чудотворность именно чудесность в языке. И когда человек читает перевод, он никак не может понять его чудо. И при переводе, при тафсире, при комментарии невозможно передать чудесность его. Его чудесность можно понять, ощутить, увидеть только на арабском. Поэтому и запрещено какие-то делать выводы на основании комментариев Корана. Если ты видишь что-то в комментарии, ты не можешь на этом, основываясь, какое-то положение для себя вывести. Нет. Ученые уже вывели из арабского текста все, что было нужно. Просто нужно изучать мнение ученых. И отсюда вот с понимания языка выходят такие науки, как аль-аму аль-хас, общие и частные, когда Коран обращается в общем ко всем людям или частно к кому-то. Аль-мутлак и мукайят. Мутлак это общий, мукайят ограниченный. Мухкам муташаби. Мухкам это
ясный, муташабих неоднозначно ясный, мубхам непонятный. То есть, когда ты видишь, ты не понимаешь. Но изучая другие аяты, изучая хадисы и так далее, то есть вот способы изучения далили, ученый видит здесь смысл, находит в нем, его раскрывает. Аль-хакиха валь-маджаз, то есть прямой смысл или же не второстепенный, а иносказательный смысл. Азахир валь-хафи, явный или скрытый смысл. То есть, и также играб аль-Кур'ан. Играб это грамматика Корана. Она имеет большое значение, поэтому человек в первую очередь должен вот, обращать внимание на язык Корана. Но опять же, это современному человеку почти не подвластно, чтобы человек мог сам что-то выделить для себя. Поэтому да, и арабы изучают тафсиры. То, что могли чувствовать арабы во время пророка, современные арабы, как бы они хорошо язык не знали, они не могут этого чувствовать. Они не разговаривают на том языке, на котором разговаривали те арабы. Они не имеют такого литературного наследия, которое было тогда. Это все уже забыто, и современный арабский язык, он очень беден по сравнению с тем, который был тогда. И те восприятия языковые, которые были тогда, они сегодня уже утеряны. Поэтому и сегодня арабы, в первую очередь для понимания Корана, прибегают к тафсирам. Поэтому есть сотни тафсиров на арабском языке. Если бы любой человек мог понимать Коран, просто читая по-арабски, тогда бы не нужны были тафсиры 32-35-томные на арабском языке. Но понимаете, да, если этот 35-томный тафсир перевести на русский, получится 150 томов. То есть это всю жизнь надо человеку над этим заниматься. Поэтому, но есть и такие, к сожалению, люди, которые очень легко относятся к пониманию Корана. Они думают, что вот я сейчас изучу арабский и начну понимать его, как понимал или сахабы. Это мечты и слишком много на себя брать. Также то, что пониманию Корана способствует, это изучение сиры пророка саллаллаху. То есть жизненный путь пророка нужно изучать, когда они спосылались аяты. И отсюда выходят эти вот, науки причин неспосылания Корана, науки мекканские и мединские суры, насих валь мансух, то есть отмененные и отменяющие. То есть этот аят есть в Коране, например, про хамр, про спиртное. У нас про вино 3 аята в Коране. Первые 2, они были отменены третьим. Первый отменен вторым, второй отменен третьим. И третий имеет практическую значимость для нас, а первый, второй, которые были по этому поводу, они утеряли свою практическую значимость, они просто есть в Коране, но по ним хуком не делается, то есть по ним решение не выводится. То есть изучение сиры, оно позволяет вот, достичь этих, постигнуть вот эти вот науки. Что касается нашего пространства российского, то у нас выпускаются некоторые работы ученых на русском, например, Кулиева «Короноведение», очень хорошая, подробная работа, ее бы я рекомендовал изучать. Она очень подробная, настолько, что она в общем, пригодна для преподавания, не просто поверхностного изучения, а преподавания именно. Есть более такие упрощенные варианты, которые описывают улумуль Кур'ан с разных сторон, но
неподробно. Есть также и науки, есть книги о Коране, но современных авторов я бы, конечно, опасался читать, потому что когда человек пишет от себя о Коране, это очень ответственно, и современный человек не может обладать теми инструментами, которыми обладали те муфассиры, которые были раньше. Когда переводят, например, Ибн Касира, например, или Байдоуи все переводят, это одно. А когда пишет от себя человек пишет о Коране, это уже совершенно другое, это его мысли о Коране, а мысли, они должны быть основаны на достоверных доказательствах, когда они не просто человек размышляет, философствует о Коране, то это очень опасно, и очень опасно читать такие вещи. Поэтому читайте вещи в переводе, смотрите, чтобы был перевод с арабского, может также с турецкого, потому что обычно на турецкий переводят с арабского. Турки сами, они не пишут от себя. Есть переводы с английского, опять же, это опасно, непонятно, то ли переведено с арабского, то ли он сам написал, то есть это нужно изучать. Поэтому изучайте эти науки в медресе, в исламских учебных заведениях, изучайте у проверенных людей в исламских учебных заведениях. Во всех исламских учебных заведениях в России преподается эта дисциплина. И зачем нужно изучать? Во-первых, то, что это знание о Коране, как речь Аллаха. Второе, это способствует правильному пониманию Корана. И также способствует правильному пониманию тафсира, чтобы человек не позволял себе самостоятельно что-то комментировать со своей точки зрения. И переходим к третьей части, это у нас Коран и шариат. Коран является источником шариата, основным источником. Аллах Та'аля подробно описывает в Коране все, что нужно человеку для его жизни. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это воплощал в жизнь. Когда Аиша радаллаху сказала, «Кяна хулюкуха Коран», она сказала, его нравом был Коран. Но хулюк переводит как нрав. Но хулюк, оно более широкое значение, чем нрав просто. Хулюк — это и поведение, и деяние человека. Когда человек в соответствии своей воле что-то делает, это его есть хулук. Хулукун хасанун, хороший хулук, или хулукун сайон, плохой хулук. Если хулук просто перевести хорошая нравственность, то это одна часть перевода только будет. Поэтому Коран является теорией, а практикой является жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Коран является основой. А слова пророка, действия пророка, они являются описанием того, как нужно в жизнь приводить в Коран. Аллах Та'аля в Коране повествует о том, что человек, во что он должен верить, что он должен выполнять, как он должен жить. И это является основой того, что основой шариата. Шариат — это Богом данное Богом для людей образ жизни. А образ жизни, он берется из Корана. Пророк сам воплощал жизнь в сунне, но сунна, она является и мутаватир, и не мутаватир. Мутаватир — это, как мы уже сказали, достоверное настолько, что человек не имеет права, не может просто сомневаться в его достоверности. Но таких хадисов немного. А в основном сунна является ахад или машхур. Она не является мутаватир, поэтому... А Коран весь является мутаватир. В Коране ты не можешь что-то изменить,
и каждая буква в Коране является тем, что не спасал Аллах. А что с точки зрения хадисов, то их нужно изучать, цепочку передатчиков и так далее, чем занимались ученые. И вот ученые все согласны на том, что основой шариата является Коран, а сунна является его описанием. И ученые, пророк в Коране спасался в течение 23 лет, сахабы его изучали, пророк они спрашивали иногда, когда им было что-то непонятно. Например, когда не спасался аят «Иттакуллаха хакка тугатихи ва ля тамутунна илля антум муслимун». Те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умрите только мусульманами. Сахабы сказали, а должным образом это же значит полностью, а мы полностью не можем Аллаху подчиняться, мы не можем все выполнять. То есть человек это не робот, он может ошибаться. То есть это мы не можем выполнить. После чего Аллах Та'аля не спосылает фаттакуллаха мастататум. То есть подчиняйтесь Аллаху, насколько вы можете. То есть они спрашивали, когда им что-то было непонятно, иногда просто сам объяснял, а в основном они все понимали, но их понимание было опять же разным. То есть они что-то понимали из контекста аятов Корана, потому что в одном месте Аллах Та'аля говорит более сжато, во втором моменте Аллах Та'аля будет об этом же говорит более расширенно. Например, об Адаме алейхиссалям. В одном месте говорит сжато, а во втором более расширенно о том, как его создал Аллах Та'аля, как, например, в него душу ввел и так далее. Сахабы понимали, что не понимали, спрашивали, или же понимали каждый по-своему. И когда пророка не стало, ученые сахабов, они обучали пониманию Корана своих учеников, и появились масхабы среди сахабов, среди табиринов. Табирины, они следовали своим учителям из числа сахабов. В Медине это был Ибн Умар, в Мекке это был Ибн Аббас, в Куфе был Ибн Масуд, в Басре Абу Муса аль-Аш'ари, в Куфе также жил некоторые Гали радху. И они обучали, и появились вот эти вот направленности в тафсире. И они обучали Корану не как мы сейчас учим, тафсир отдельно, фикх отдельно, там, арабский язык отдельно там и так далее. Арабский язык Корана имеется в виду коранические слова там и так далее. А тогда они учили все вместе. То есть они, когда преподавали и акиду, и фикх, и тафсир сам, и все вот это было смешано, они объясняли. Позже, когда арабы смешались со многими другими народами, арабы изучали Коран уже как науку, а не как речь Аллаха, сказанную на арабском языке. То есть не было того понимания, которое было у сахабов, и начали писать книги о Улюм аль-Куран. Вот эти вот. Кто-то тафсиры писал, кто-то отдельно какие-то, например, по Асбабу Нузуль писали, кто-то писал про кирааты отдельно. И таким образом появилась вот эта вот наука. И ученые для правильного понимания Корана поставили условия, те условия, на которых сахабы и табирины делали тафсир. Первое, Коран бил Коран, то есть тафсир делается Коран с помощью Корана, когда объясняется один аят с помощью других аятов.
Второе, Коран без сунна. Когда нет другого аята, тафсир делается с помощью сунны, пророка Мухаммада, когда объясняется хадисом. Если нет этого, то берутся слова сахабы, потому что они жили в это время неспослания Корана, были сами причинами неспослания Корана и знали, когда, например, приводится от Ибн Масгуда, и также других сахабов, что они говорили, что я знаю каждый аят, где он не спасался, про кого не спасался. И если бы я знал, что кто-то больше меня знает, я бы туда поехал и бы узнал. Или говорится, что Аллах Та'аля дал определенным сахабам дар, это, например, Ибн Аббас, которого пророк сделал дуа, да, чтобы Аллах Та'аля научил его пониманию Корана. И многие ученые, многие сахабы у него спрашивали, например, когда Умар ан-Ху поставил одного сахабу правителем Бахрейна, тот пил вино. Ему сообщили, он его вызвал, что он пил вино, он сказал да, и обосновал это аятом. Аятом, который говорит о том, что мусульмане делают плохое и хорошее, потом плохое, хорошее, плохое, хорошее, плохое. И он говорил, что он участвовал в Бадре, да, но и на основании этого аята он думал, что кто участвовал в Бадре, у него все грехи прощены после этого. То есть ему можно хамр вот, про него, что это не запрещено. Но Умар позвал Ибн Аббас и сказал, ты считаешь так же? Он сказал, нет. Этот аят говорит о том, что было до Бадра, а не то, что после Бадра. То есть им причины были все, что до Бадра, грехи имеется в виду, а после Бадра эти положения касаются всех одинаково. И ему сделали хад, то есть ему ударяли там и так далее за выпивание хамра. То есть у него было такое понимание, он был сахабом, но был не таким грамотным, как другие сахабы, он не знал вот этих вот тонкостей, и он по-своему понял. И были сахабы, которые более грамотные, вот Ибн Масгуд, он 23 года был сахабой. Он в первых днях принял, как Абу Бакр принял ислам, и до конца жизни пророка был с ним, потом он его Умар отправил в Куфу обучать людей, и он там почти до конца жизни там обучал людей, и оттуда появился вот этот Ахлюро и Масхаб, и он применял иджтихад в понимании Корана и понимании Сунны, вот это вот умозаключение, и оттуда появилась вот эта школа Асхабу Раи, обладателя умозаключения. И оттуда появился ханафитский масхаб. Основывается он вот на этом масхабе Ибн Масгуда. А другие масхабы, например, Ибн Умар, он ученик ученика Ибн Умара, ученик ученика Ибн Умара, имам Малик. У них получился ахлю хадис, которые больше доверяли хадисам, даже залив хадисам, чем своей логике, своему мышлению. Поэтому у них образовался такой вид масхаба. И это отразилось и на тафсире, и на понимании. Но человек, который изучает тафсир, он должен вот этого придерживаться. Он должен сначала изучить вот эти вот тафсиры, не имеет права там по собственному мнению что-то говорить там, я так думаю, это запрещено, потому что пророк сам сказал, что кто скажет о Коране по своей мысли, пусть приготовит себе место в аду. И поэтому некоторые ученые запрещают, даже говорят, что вообще нельзя говорить со своих мыслей о Коране. Но многие ученые говорят, что здесь имеется в виду просто безграмотно, не основываясь на вот этих вот условиях. А условия каковы? То есть придерживаются этой цепочки. Если же нет слов сахабов об этом, тогда они выводят уже иджтихад, делают иджтихад, стараются понимать Коран с помощью языка, с помощью логики, с помощью умозаключений. Но опять же это основываясь на всех вот этих знаниях делается. И таким образом появились тафсиры фикхи, то есть отдельно, которые показывают, касаются только исламского права. Были ахадид, то есть ахида основывается, и были тафсиры языковые, которые больше касаются
грамматики языка и так далее. И в заключение хотел бы сказать, что вот Коран как основа шариата является главным источником шариата, и к нему должно быть особенно трепетное отношение у нас, и также должны мы быть осторожны с тафсиром, то есть когда мы сами пытаемся что-то сказать, мы должны читать комментарии, и читать тоже комментарии, опять же, проверенных источников. Когда переводит Ибн Касир, это одно, а когда выпускает тафсир Корана, где нет автора или только автор указан, не сказано, откуда он взял этот тафсир, не сказано, что это перевод какого-то тафсира арабского. То есть человек взял и выпустил тафсир аль-Кур'ан, где он не показывает источники, откуда он взял информацию. Как можно верить этому человеку? Что он сам этот тафсир делает? Если он сам делал, то его тем более нельзя читать. А если он перевел, он должен показать, кого перевел. Когда этот человек об этом не говорит, это какое-то непонятное издание. Поэтому таких нужно воздерживаться далеко. Сейчас, альхамдулилля, у нас Ибн Касир переводит, Байдау и так далее, разных тафсиров переводят. Есть что почитать, есть откуда изучить. Вот. Поэтому изучайте арабский для того, чтобы читать тафсир на арабском. Не для понимания Корана. Мы сможем его понять что-то повысить. Аллах та'аля халак Аллах самавати валь. Создал Аллах небеса и землю. Это любой человек, который изучает пару лет арабский, уже понимает. А дальше уже глубокий смысл, это невозможно понять, просто зная язык. Здесь уже нужно изучать тафсир, а для понимания тафсира нужен арабский. Поэтому, иншаллах, пусть Аллах та'аля нам прибавит полезного знания, пусть нас сделает полезными своей религией, пусть наши мечети, мадресе заполняются, иншаллах, и чтобы наш народ был образованным и изучал нашу религию, наш шариат, наши традиции. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вопросы есть? Если нет, ассаламу алейкум.